прямом эфире «Чеченских вести» я, Рамзан Абуев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится пятница, 18 июля? Национальный диалог. Вопросы поддержки и реабилитации участников СВО и членов их семей обсуждают в Грозном парламентарии. Как изменится механизм оказания помощи? Праздник на пороге. В волейболе есть простое, но жесткое правило. Хорошая подача начинается с полной концентрации. В республике готовится к фестивалю «Биноевская весна». Чем он удивит в этом году? Идеальный летний выбор. Фильм «Плагиатор» мне понравился. Хорошая задумка, да и музыка на достойном уровне. В прокат вышла новая российская комедия «Плагиатор». Какие грани юмора и остроты раскрывает кинолента? Мощь лучших скакунов, накал борьбы и трибуны, замершие в ожидании. На ипподроме имени Саида Хусейна Закаева состоялись скачки на Большой Грозненский приз дерби. Зрители стали свидетелями 8 захватывающих заездов, где лучшие скакуны демонстрировали мастерство. Ну а почетным гостем стал Рамзан Кадыров, известный поклонник конного спорта. Репортаж Магомеда Азиева. Уже который раз чеченский ипподром имени Закаева радует грандиозными скачками. В 8 забегах соревновались лучшие скакуны страны. Трибуны собрали немало болельщиков и любителей данного вида спорта, среди которых и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В каждом заезде была упорная борьба. Жокеи на трехлетних жеребцах показали волю к победе, несмотря на палящее солнце. Одним из самых захватывающих забегов стал Большой Грозненский приз дерби с призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный забег данных скачек – Большой Грозненский приз дерби. В нем участвуют жеребцы 3 лет, которые подготавливают к этим скачкам с самого рождения. И им предстоит забег на 2400 метров. Трибуны ждали этой кульминации, затаив дыхание и внимательно следя за гонкой. В сложном противостоянии победителем вышел жокей Хамзат Улубаев со своим напарником Спиритом Стеллином. Они закрепили за собой уверенную победу, обогнав всех своих конкурентов на голову. Такому результату тренер команды и не удивлен. В команде с таким первоклассным скакуном опыт и кропотливый тренировки дали плоды успеха. Самая престижная скачка и мечта любого владельца, тренера и жокея — выиграть дерби. Это самая большая скачка во всем мире. Так что кто ее выиграет, очень счастливо. И мы сегодня тоже очень счастливы. Поздравить с победой и лично вручить кубок призерам вызвался начальник отдела обеспечения безопасности главы Адам Кадыров. Главный тренер клуба высказался о проходящем и предстоящем турнирах. Подготовку мы всю зиму готовимся. Это не один день мы готовимся. Сейчас у нас это 3-я, 4-я скачка, скаковой день. Ну и, естественно, каждый день мы работаем. В ближайшем будущем победители и призеры дерби со всей страны будут соревноваться на более масштабном соревновании, который также будет проходить на Грозненском ипподроме. Магомед Азиев, Ислам Нацуров, Руслан Магомадов при поддержке прессы, главы и правительства Чеченской Республики. Вести Чеченская Республика. В Грозном состоялся круглый стол по вопросам социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. На повестке дня стояли такие важные темы, как реабилитация раненых бойцов, предоставление целевых мест для их детей в учебных заведениях, а также приоритетное устройство в детские сады и школы. Депутаты Госдумы и их региональные коллеги работали над выработкой механизмов оказания всесторонней помощи. Репортаж Медины Мударовой. В аэропорту Грозного делегацию встретили управляющий отделением Социального фонда России по Чеченской Республике Муаммад Эми Ахмадов, заместитель председателя парламента региона Аднан Нагаев и другие официальные лица. Оттуда делегация сразу же направилась в клиентскую службу социального фонда в городе Шали. Там гостей встретили зажигательная лезгинка в исполнении ансамбля Дома культуры города.
Уже внутри гостям провели экскурсию по клиентской службе, показали модернизированную систему оказания социальных услуг. Для участников специальной военной операции и их семей предусмотрены особые условия обслуживания. В частности, функционируют окна без очереди, а также обеспечивается сопровождение на всех этапах получения услуг. Стол специальный, да? Участники СВО, да, их семьи мы обслуживаем без очереди, то есть сразу. Также у нас мы ведем электронный журнал с ними, то есть мы сопровождаем, в каждом районе есть куратор. Куратор – это уже начальник клиентской службы. В учреждении уже несколько лет реализуется новый подход к гражданам. Это все в первую очередь делается для комфорта клиентов. Здесь предусмотрена зона для видеозвонка руководству отделения социального фонда. На столе представлен перечень сфер, по которым клиент может обратиться по проблемным вопросам, которые могут появиться в процессе получения услуг. Рядом представлена инструкция, как правильно этим воспользоваться. А тут уже расположена цифровая зона. Здесь человек может самостоятельно подать заявление на получение госуслуг. В случае затруднения помощь окажет администратор зала. Социальный фонд и МФЦ находятся на одной площадке. В клиентской службе оказываются 44 услуги и 114 подуслуг, а в МФЦ порядка 160. Действует всего 26 окошек. Ежедневно здесь обслуживают 250 граждан. Клиентская служба есть выездной прием. Если участники СВО или их родственники, если как-то не могут подойти в клиентскую службу по состоянию здоровья, инвалид детства, то есть родители инвалида детства, который может составить ребенка, подойти к нам, или инвалид первой группы, или человек, который за 80 лет, если ему надо что-то подать заявление, у нас есть выездной прием, то есть они могут оставить у администратора заявку, в течение недели наш специалист выезжает и на дому обслуживает наших граждан, скажем так. Также здесь с 2022 года функционирует Центр общения старшего поколения. Своей целью он ставит проведение различных развивающих мероприятий, конкурсов, обучение компьютерной грамотности граждан серебряного возраста. Есть и детская зона для матерей с детьми, где няня присмотрит за ребенком. Посетителям гости преподнесли подарки. Мы рады вас видеть. Очень рады. Здравствуйте, здоровья вам. Мы часто собираемся. Попросили. Председатель комитета Госдумы высоко оценил потенциал Чеченской Республики, а также развитие инициатив и нововведений. Я был уже ровно год назад, я здесь уже был. И очень приятно то, что 2 года назад, когда была придумана инициатива, родилась она в клиентской службе в Республике Кабардино-Балкария, в городе Нальчике, и там присутствовал в нашей делегации руководитель отделения социального фонда Чеченской Республики. И сегодня мы видим на практике реализовано то, что еще на федеральном уровне только обсуждается. Мы выступаем с инициативой, мы направили в правительство предложение. Мы считаем, что хорошую региональную практику, которая себя уже проявила, доказала, это же удобно для граждан. Ее надо дальше распространять на всю страну. И надо еще об одной вещи подумать. Вот у вас есть отдельное окно для участников специальной военной операции. Надо посмотреть в разрезе страны, возможно, в регионах есть необходимость дополнительно использовать площади для того, чтобы открыть клиентские службы, специально ориентированные на участников специальной военной операции и членов их семей. Поэтому можно только похвалить регион за то, что инициативно уже это запущено. Самое главное, это удобно. Это хорошее настроение, это экономия времени. Человек пришел сразу и в клиентскую службу зашел, и в МФЦ зашел, а потом пришел в эту прекрасную комнату поиграть, пообщаться, поговорить. Посмотрите, какое настроение. Вечер завершился экскурсией. Гостям продемонстрировали самую большую мечеть в Европе – Шаринскую святыню, гордость мусульман, которая вмещает в себя до 30 тысяч человек. Второй день визита выдался не менее насыщенным. Первым делом делегация посетила региональный филиал Фонда «Защитники Отечества». Он уже 2 года продолжает оказывать помощь ветеранам боевых действий, а также участникам специальной военной операции и их семьям. Там же прошла встреча с участием гостей и руководителем филиала Алиханом Инеркаевым. Наша задача в рамках вот этих вот встреч, этих поездок, понимать, чем мы можем еще помочь. По указу президента этот фонд был создан. Уже 2 года, 1 июня отметили, как имеется представительство во всех регионах. И наша общая задача – создать все необходимые условия для того, чтобы быстрее решались вопросы. Те, кто имеет статус ветеран боевых действий, демобилизован, те, кто проходит службу, родственники погибших, родственники членов, участников СВО. И мы в Государственной Думе, как Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов, отвечаем за создание необходимых всех правовых основ.
Реабилитация, трудоустройство, обучение, получение медицинской и психологической поддержки. Внимание оказывается во всех сферах. Делегаты пообщались с семьями бойцов, погибших при исполнении служебного долга. Мы говорили о проблемах, связанных с адаптацией помещения людей с инвалидностью, вернувшихся наших ветеранов в СВО, одновременно и помещение, и уличное пространство. Вот приятно было услышать, что здесь это происходит одновременно в Чеченской Республике, и у ребят, у которых, к сожалению, случилась такая беда, нет проблем с продвижением. Следующий момент – это трудоустройство. То же самое коллеги сказали, обсуждали на наблюдательном совете разные цифры по регионам. Здесь тоже мы услышали о том, что вернувшиеся ветераны специальной военной операции все трудоустроены, нацелены на начало своего дела, хорошие цифры по переобучению по итогам работы фонда, поэтому перспективы хорошие. Здесь сбор гуманитарной помощи – это же инициатива тех, кто здесь работает. Это позитив, это объединяет, это позволяет аккумулировать те возможности, которые есть у неравнодушных людей. Это помощь тем, кто находится там, в непростых ситуациях, в тяжелых ситуациях, в боевых условиях. Поэтому, в целом, конечно, хорошо, уютно, с точки зрения организации все хорошо. Но сюда приходят люди с проблемами, сюда приходят люди с определенной душевной травмой. Посмотрите, вот женщины потеряли детей, они без слез не разговаривают. Здесь оказывается помощь, материальная помощь, помощь психолога, да даже просто общение, возможность выговориться, возможность посидеть, почувствовать внимание – это все хорошо. Следующей точкой посещения стал пансионат для ветеранов труда. Его построили в соответствии федерального проекта «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография». Учреждение рассчитано на 230 мест. Открытие позволило создать более 200 рабочих мест и стало важным шагом в развитии системы социальной поддержки населения Чеченской Республики. Гостям провели экскурсию по 4 блокам, в которых размещены социально-медицинское, реабилитационное и психологическое отделение. Гости высоко оценили учреждение. Условия, которые здесь нам показали, они соответствуют самому высшему уровню качества. Это и все возможные условия, которым будут оказаны медицинские услуги. Это условия проживания, условия питания, условия отдыха, возможность где-то индивидуального общения, индивидуальных уединения, потому что это тоже людям надо. Кульминационным событием всей поездки стал круглый стол, на котором обсудили актуальные вопросы реализации законодательных мер в сферах пенсионного и социального обеспечения граждан, а также социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Одна из тем – трудоустройства и переобучения военнослужащих. С 1 августа 2024 года введен беззаявительный порядок установления ежемесячной денежной льготы ветеранам боевых действий на постоянной основе. Раньше нам было писать заявление. Теперь ЕДВ назначается сразу в полном объеме, без удержания стоимости социальных услуг. И у ветерана боевых действий есть право обратиться за назначением натуральных выплат. В стандартном режиме обычно за минусом было. Еще одна мера поддержки – набор социальных услуг. Согласно законодательству, набор социальных услуг включает обеспечение лекарствами, санкуром, бесплатным проездом, приграничном транспорте. Мы расширили возможности для санкура лечения. С 1 января 2025 года участники СВО, которые демобилизованы, уволены с военной службы, имеют возможность поехать в наши центры реабилитации, центры реабилитации социального фонда, на санаторно-курортное лечение, что важно, на медицинскую реабилитацию. И за счет средств бюджета социального фонда оплачиваются расходы как на само лечение, так и на проезд к месту лечения и обратно. Фонд обеспечивает персональное сопровождение участников СВО на протяжении всего процесса восстановления и здоровья от подачи заявления до выписки из реабилитационного центра. В этом смысле поддержку оказывает в том числе и фонд защитников Отечества. Мы сегодня в этом убедились, когда они привлекают нам участников специальной военной операции, рассказывают о том, что такие возможности есть, и это работает. Депутаты из разных регионов страны также поделились своим опытом по оказанию соцподдержки участникам специальной военной операции, в том числе и дополнительные денежные выплаты. Они рассказали о медицинской реабилитации, в которую входит изготовление протезов, бесплатное питание, посещение различных кружков. Помощь в центре у нас получили уже 5000 военнослужащих, более 6000 членов их семей. Что важно, что нет проблем, большая или маленькая проблема военнослужащего. Ситуация берется, что называется, за руку и ведется до доведения того результата,
который необходим. Помощник главы Чеченской Республики и министр по национальной политике, внешним связям, печати информации Ахмед Дудаев в свою очередь подчеркнул значительный вклад региона в достижении целей на специальной военной операции. Опираясь на пережитый опыт борьбы с терроризмом, Чеченская Республика особо заинтересована в скорейшем установлении мира. С начала специальной военной операции в зону боевых действий направлено более 60 тысяч человек. В силу этого опыта регион с первого дня проведения спецоперации целиком вовлечен в достижение целей и задач на поле боя. У нас, благодаря главе республики Рамзану Омаровичу Кадырову, налажена такая многофронтальная, можно сказать, помощь, поддержка бойцам в зоне СВО, жителям на новых территориях. Это в первую очередь создание новых полков, батальонов. Это подготовка добровольцев со всех концов нашей страны. К нам едут из всех регионов. Их техническое оснащение. Это благотворительная помощь на новых территориях. Это немаловажный фактор и информационная составляющая. Еженедельно с начала СВО из Грозного, из нашего аэропорта, еженедельно вылетает рейс добровольцев. То есть сколько недель за все время СВО. Еженедельно набитый битком борт с добровольцами, защитниками Отечества, подготовленные в Российском университете спецназа имени Владимира Путина, они отправляются в зону СВО. Мы боремся за нашу религию, за наши традиции, за наши обычаи, за семейные ценности. Поэтому для нас это священная война. В республике 100% поддерживают СВО, и кроме того, по официальной статистике, которая проводится федеральным центром, регион занимает первое место по уровню доверия и к федеральной власти, и к региональной власти. В настоящее время в зоне проведения СВО более 13 тысяч наших военнослужащих продолжают выполнять задачи на ключевых направлениях. И делают это с мужеством и достоинством. В республике с начала СВО сформированы 5 новых полков и 5 батальонов общей численностью почти 17 тысяч бойцов. Региональным благотворительным фондом для поддержки бойцов с начала СВО закуплено и передано более 2500 единиц автотранспорта, почти 13 тысяч квадрокоптеров, почти 33 тысячи единиц средств связи, 113 тысяч комплектов военной экипировки, почти 28 тысяч тонн гуманитарной помощи. Общий объем расходов благотворительного фонда превысил 40 миллиардов рублей. В рамках реализации поручения главы Чеченской Республики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова проводит очень большую работу в нашем Российском университете спецназа, потому что Роспотребнадзор – это та самая организация, которая отвечает за благополучную среду и среда, в которой находятся наши будущие бойцы, участники СВО. Она имеет очень большое значение. Мы проводим большую просветительскую работу и проводим работы для поддержания санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Российского университета спецназа. Мы в первую очередь помним о том, что наши бойцы должны в дальнейшем выезжать на территории очень неблагополучной в эпидемиологическом плане. И те условия, в которых они находятся, они очень далеки от идеальных. Война – это не санитарно-эпидемиологическое благополучие. И по инициативе Роспотребнадзора Российской Федерации проведена очень большая работа по вакцинации наших бойцов от кори, от многих управляемых инфекций, потому что те территории, на которых они сейчас находятся, они очень долгое время, санитарная работа была на этих территориях разрушена, потому что сам институт эпидемиологии в этой стране был полностью развален. И поэтому очень важно, чтобы наши бойцы, которые прибывают туда, они не заболели корью, не заболели какими-то другими инфекциями. И в то же время, чтобы они оттуда не привезли какие-то инфекции, о которых мы уже, кажется, и забыли на территории своей страны. Ну, это очень большая работа на самом деле. Это и дератизационные работы, дезинфекционные работы,
Это постоянный мониторинг санитарного состояния пищеблоков, персонала, который находится в пищеблоках. За все время работы Российского университета спецназа не было ни одного случая пищевого отравления на этой территории. Не было ни одной вспышки инфекционных заболеваний. И мы должны помнить о том, что начало СВО – это еще продолжающаяся пандемия. Пандемия закончилась совсем недавно. И вот в этих условиях нам приходится эту работу проводить. И, безусловно, руководитель Роспотребнадзора Анна Юрьевна Попова, она очень трепетно относится ко всему, что делается для СВО. Она очень вовлечена в этот процесс помощи нашим бойцам. И те вопросы, которые мы обсуждаем, они всегда выходят даже за пределы наших полномочий. И нам это удается. Это всегда помощь нашим бойцам, помощь родственникам, детям. Вся та работа, которую проводит вся наша страна. Президент регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджикадырова Аймани Несиевна с первых дней начала специальной военной операции оказывает всевозможную поддержку военнослужащим. Ее вклад также подчеркнули гости. У нас и в Республике Татарстан, и во всей России хорошо знают благие дела фонда, который возглавляет Аймани Несиевна. Я очень много и часто бываю в новых территориях, на фронте. Вижу, сколько помощи оказывается госпиталям, мирным жителям. Это и различные коляски для инвалидов. И, в принципе, даже когда наши войска и подразделения Ахмада освободили новые территории, людям просто не было нечего кушать. Огромная гуманитарная помощь пришла из Чеченской Республики. Тысячи людей считают этот фонд фондом добрых дел. Тысячи людей получили во всех уголках мира помощь. Приятной частью мероприятия стало награждение ряда руководителей ведомств региона за безупречное исполнение служебных обязанностей по различным сферам. Эффективную организацию деятельности управления Роспотребнадзора награждается почетной грамотой Тимурлаева Рита Магомедовна, руководитель управления Генеральной службы по надзору за прав потребителей. То, что вы оберегаете наше здоровье. В ходе круглого стола собравшиеся обсудили вопросы мер социальной поддержки участников специальной военной операции, их семей, вопросы трудоустройства, дополнительной поддержки. Все предложения по улучшению каждой из этих сфер будут отработаны, а некоторые уже находятся в разработке. Такие столы, такие обсуждения, они полезны с точки зрения содержания. Мы получаем информацию с мест, мы смотрим, как складывается правоприменительная практика, как работают те законы, которые мы начинаем в комитете обсуждать, дорабатывать в процедуре второго чтения. Смотрим, где нужно подправить. Может быть, нормативно-правовое регулирование хромает. И обсуждение с представителем фонда защитников Отечества и в этом регионе, и в других регионах позволяет нам понимать, в каком направлении мы двигаемся, где неправильно, где надо скорректировать, где нужно поправить. Благодарим принимающую сторону, благодарим и законодательную власть, и исполнительную власть, и институты гражданского общества. Обмен опытом между федеральными и региональными представителями, безусловно, будет способствовать совершенствованию законодательной базы и повышению эффективности реализации социальной политики в Чеченской Республике и в целом по стране. Делегатов ждет продолжение визита, экскурсия по Грозному, что позволит воочию увидеть динамическое развитие республики. Медина Мударова, Ислам Ибрагимов, Алисхан Кацулов, Магомед Басаев и Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. Чеченское управление Росгвардии присоединилось к всероссийской акции «Каникулы с Росгвардией». В рамках этой инициативы росгвардейцы организовали масштабное мероприятие для воспитанников детского оздоровительного лагеря «Светлячок» в селе Сержинюрт. Кинологи ОМОН Ахмат-1 вместе со своими четвероногими напарниками провели для ребят увлекательный мастер-класс по дрессировке. Затем состоялся урок мужества, где бойцы рассказали об истории Росгвардии, героических подвигах правоохранителей и важности службы Отечеству. В завершение дети получили сладкие подарки от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджикадырова. Спортивные соревнования, традиционные скачки, концерт с участием звезд. Республика активно готовится к 10-му юбилейному фестивалю «Биноевская весна», который пройдет 21 июля. Программа праздника обещает быть насыщенной и включает 14 крупных мероприятий. О том, как грозненская команда по волейболу готовится к событию, в репортаже Рабиат Гайтиевой.
До турнира осталось меньше недели, и поэтому на спортивной площадке настоящий накал. Слаженные движения, четкая работа в паре и целеустремленные взгляды. Грозненская команда по волейболу завершает активную подготовку к фестивалю «Биноевская весна». Ну, я бы сказал, что у нас есть, скажем так, вот сыгранность, командная игра. И все мы давно уже играем друг с другом и понимаем с полуслова. Отрабатываются подачи, блоки и тактические схемы. Несмотря на то, что грозненские волейболисты 4 года подряд забирали золотые медали, к турниру они подходят с полной отдачей. Ведь параллельно готовятся сильные спортсмены и из других муниципалитетов республики. В волейболе есть простое, но жесткое правило. Хорошая подача начинается с полной концентрации. Здесь волейболисты знают, кто подает сомнениям, проигрывает. Для одного из игроков Магомеда участие в рамках Биноевской весны станет дебютом. Новичок быстро вошел в ритм группы и уже уверенно проявляет себя на тренировках. Он в основном в спорте один тренер, все полностью амин с нуля. Так, сон благодарность, по опыту, за щеко увы. Пенсионера, Подготовка продолжается, а вместе с ней растет и настрой. Впереди главное испытание. Уже совсем скоро спортсмены выйдут на площадку фестиваля, чтобы представить свою команду, город и труд, стоящий за каждой победой, блоком и победной партией. Рабиат Гайтиева, Джабраил Хаджиев, Адам Юнусов. Вести, Чеченская Республика. Юмор, дружба и море музыки. На большие экраны вышла кинолента «Плагиатор». Отечественное кино с неожиданным сюжетом и звездным актерским составом. Это легкая романтическая комедия о современной жизни и ее актуальных проблемах с неоднозначным финалом, который заставит зрителя задуматься о многом. Свою оценку даст Рабиат Гайтиева. По полям, синий трактор едет к нам. У него в прицепе кто-то... Молодой и талантливый, но не слишком удачливый. Егору уже 30 лет. Он каждый день идет на нелюбимую работу в караоке, подпевая гостям и мечтает о славе и популярности, но исполняя уже свои песни. А я мать! Его жизнь будто заперта в шкафу. Фотографии с любимой девушкой, аппаратура для записи музыки и инструменты. И в очередной раз, придумывая композицию дома, он находит портал в прошлое. В один миг Егор переносится в 1991 год. Простите, а это вы тут трубадуров притесняете? Ты что, старый, вписаться решил? Люблю, понимаешь, как говорится, искусство. Ты давай-ка вали отсюда, козлиный. Гарри Маратович, приношу свои извинения за нетактичное поведение моего коллеги и причиненное неудобство во время культурно-массового мероприятия. Как запел, молодец! Километровые очереди за продуктами, бабушки, торгующие на коробках, бандиты, крышующие райончики. Попав в прошлое, у него рождается гениальный план. Молодой музыкант начинает исполнять суперхиты разных лет, выдавая их за свои. Исполнитель собирает флешмобы, число его поклонников растет. Слава, деньги и новые возможности. На профессиональном уровне говорить о каком-то моем вокальном даровании не приходится. Но в данном случае, так как персонаж большой профессионал, музыкант, который всю жизнь этим занимается, и очень хороший певец-вокалист, который зарабатывает этим на жизнь. Нам нужен был дублер голоса для сложных каких-то вокальных вещей. И в процессе съемок я все исполнял сам под запись, под плюс, для того, чтобы артикуляция, для того, чтобы работали связки, для того, чтобы все было по-настоящему. В общем-то, это было все в полную силу. В Грозном премьера музыкальной комедии уже состоялась на большом экране, и первые зрители поделились впечатлениями. «Плагиатор» — это тот случай, когда ты включаешь фильм с легким скепсисом, а потом неожиданно втягиваешься. Сюжет вроде бы знакомый, герой попадает в прошлое, начинает использовать свои знания ради успеха, но при всей простоте фильм берет другим атмосферой, музыкой, искренностью. Фильм «Плагиатор» мне понравился. Хорошая задумка, да и музыка на достойном уровне. Хороший пример того, как можно сочетать ностальгию, юмор и немного магии. Фильм, в котором прошлое встречается с настоящим, чтобы напомнить самое ценное не успех любой ценой, а любовь, верность мечте и возможность быть услышанным. История, в которой рассказывается, чтобы найти свое место, нужно перестать подражать и начать жить свою мелодию жизни.
Герой хотел славы, но шел нечто большее самого себя. Все как жизнь, намного интереснее. Яркие музыкальные номера, теплая ностальгия по 90-м. Во всех кинотеатрах Грозного 10 июля фильм «Плагиатор». Рабиат Гайтиева, Магомед Басаев. Вести, Чеченская Республика. Грандиозная интеллектуальная битва отшумела в Национальной библиотеке. Первым испытанием стал розыгрыш личного кубка в формате индивидуальной письменной игры «Своя игра». А после команды сразились за командный кубок в легендарной игре «Что, где, когда». Она была всецело посвящена богатому наследию чеченского народа, его уникальной этнографии, славной истории, живописной географии. Об истинных знатоках и эрудитах репортаж Ахмеда Рамазанова. Классическая тишина библиотеки сегодня нарушена азартом. Не книгами, а знаниями, логикой и командным мышлением соревнуются лучшие умы республики. Помощник главы Чеченской Республики Тимур Алиев рассказал, какие викторины их ждут. Сегодняшняя игра разбита на 2 раунда. У нас есть раунд, в котором играют по персоналиям, то есть это индивидуальная письменная своя игра. Вот. И есть командная, это уже «Что, где, когда». То есть, на самом деле, и человек в команде может выиграть кубок, и персонально каждый из участников может также показать свою эрудицию и профессионализм. Формат игры классическая «Что, где, когда». Команда получает вопрос, и у них есть ровно 1 минута, чтобы дать ответ. Здесь важна не только скорость мышления, но доверие к знаниям партнера. Когда смотришь на участников таких игр, понимаешь, это поколение лидеров. Они доказывают, что в наше время сила ума значит не меньше, чем физическая подготовка. Интеллектуальные игры стали уже доброй традицией для республики. Национальная библиотека не в первый раз собирает таких участников. Главная цель – не только выявить победителей, но и развить стремление к знаниям, расширить кругозор, научиться работать в команде. Один из участников поделился своими эмоциями и рассказал, какие вопросы для него были легкими и сложными. И первый вопрос звучал вот так, то есть в честь кого названа наша национальная библиотека. Естественно, мы ответили, это известный писатель нашей республики, который 20 лет написал трилогию «Долгие ночи» Абузар Айдамиров. Такие мероприятия не только выявляют сильнейших, но и формируют интеллектуальные сообщества, в котором знания и стремление к развитию становятся общими ценностями. А библиотека по-прежнему центр притяжения для тех, кто хочет учиться и расти. Проведение интеллектуальных игр в Чеченской Республике демонстрирует значительные успехи регионов поддержки одаренной молодежи. Участники турниров не просто эрудиты, а представители нового поколения, сочетающие глубокие знания, критическое мышление и уважение к культурным традициям. Ахмед Рамазанов, Джабраил Хаджиев, Ахмед Хизриев. Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунте Вайнеха в социальных платформах. Я Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.